Наша работа сейчас должна переходить на другой уровень, более масштабный. Мы сейчас в населенных пунктах будем работать. Много раз к нам приходили люди молодые и просили, они хотели участвовать, быть нашими соучастниками. Сегодня такая возможность им представляется. В каждом селе мы должны провести сход населенных пунктов, жителей этих населенных пунктов. Для этого нам нужно, чтобы были активисты, как минимум по 10 человек с каждого населенного пункта. Я могу сейчас отойти вот туда, в сторону, и эти люди могут ко мне подойти, кто хочет участвовать в этом деле, и мы будем конкретную задачу ставить. На этом сходе мы должны населению разъяснить и публично обсудить соглашение об установлении границ. Доклады о текущей ситуации на этих сходах будут читать члены оргкомитета, которых вы здесь видите. Мы будем выезжать поочередно в каждое село, и в каждом селе будем рассказывать людям о предмете этого соглашения, какие последствия он для нас несет. Дальше мы должны, очень важно для нас, мы должны выслушать мнение каждого депутата муниципальных образований, каждого. Каждый из них должен сказать, он за или против. Никаких воздержался, заболел, дома меня нет, уехал, не пойдет. За, все. Каждый из них должен публично перед всем населением своего пункта свою позицию озвучить на этих сходах. Дальше, значит, мы должны дать депутатам и главам администрации населенных пунктов не подписывать никакие документы, прямо или косвенно касающиеся текста соглашения. Никаких документов, без консультаций с активистами своих сел и оргкомитетом митинга. Потому что сейчас землю у нас забрали, документы они получили, но полного пакета документов у них нет. Сейчас нужно проводить изменения территории Судженского района, а это не сделать без участия местных муниципальных депутатов. Поэтому мы переходим на этот уровень. Работа наша просто расширяется, мы более масштабно будем работать. На этом сходе будет принята резолюция сходов граждан населенных пунктов, в которых мы будем выражать протест против передачи Чеченской Республики 33 341 гектара, что составляет почти 9% нашей территории. Эти резолюции будут собраны в один документ, и мы их будем прикладывать к тем письмам, которые мы будем направлять и президенту России, и в ООН, и в Совет Европы будем направлять, и в Лигу арабских стран. Работа ни на минуту не будет прекращаться. Наоборот, нам сегодня нужно время для того, чтобы мы смогли провести Всемирный конгресс ингушского народа. У нас осталось очень мало времени. 30 числа этот конгресс должен состояться. Кроме этого, я хотел бы подчеркнуть, чтобы мы с вами все понимали, во что мы влезли, скажем так, какие силы нам противостоят и на что эти силы готовы пойти, чтобы добиться своего. Мы знаем, на что способен Рамзан, мы знаем, что наш генерал Евкуров, специалист по диверсионным и иным операциям тайным. Мы теперь знаем, что Мотовников Александр Анатольевич, также герой России, бывший командующий подразделением, которое занималось специальными операциями. В связи с этим у меня будет просьба к населению нашей республики, чтобы каждый ТЭП взял на себя охрану своего активиста, всех членов оргкомитета, чтобы разбились между собой, чтобы дежурили, чтобы в этом дали возможность нам организовать этот съезд, чтобы никто не мог нам помешать это сделать. Мотовников вчера нам заявил, какой народ, такие бояре. Это выражение мы запомним ему. И мы должны ему сейчас доказать, какой мы народ. И какие у нас будут скоро депутаты. И об этом узнает и глава республики, Чеченской республики, об этом узнает и федеральная власть. У нас будут нормальные депутаты, которые будут готовы отдать свою жизнь за свой народ, за свою землю. Поэтому я сейчас прошу людей, которые хотят участвовать в этом процессе, особенно молодежь, чтобы она подошла вот туда, ближе к рамкам металлоискателей. Там мы проведем небольшое импровизированное собрание, обсудим подробно, я изложу. Я буду координатором организации этих сходов, на меня оргкомитет возложил. Я все подробно объясню, что надо делать, как делать, в чем будет заключаться наши действия. И после этого мы приступим к этой работе. Барца Абауэн.